Саламет. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Кирилл Осин. Я являюсь сегодняшним модератором нашей встречи. Это второй выпуск Есенов University подкасты. Хотел бы отметить то, что это новый проект Есенов University, который предоставляет площадку, на которой собираются представители местных исполнительных государственных органов, общественники, гражданские активисты и представители науки для того, чтобы поговорить о насущих проблемах и попытаться найти какие-то совместные пути решения этих проблем. И сегодняшний наш второй выпуск, он посвящен вопросам охраны окружающей среды. Безусловно, это актуальная тема: природа, охрана природы, защита окружающей среды, животных. И у нас сегодня в гостях, позвольте представить, Истлеов Нурлан Накимжан-Улы, заведующий Центром зеленых технологий университета имени Есенова, руководитель отдела регулирования природопользования, управления природных ресурсов и регулирования природопользования Есенген Динара Сериковна и известный блогер, общественник не только в Мангыстау, но и далеко за пределами региона Сарсембаев Азамат Рахимгалиевич. Коллеги, добрый день. Добрый день. Рад вас приветствовать. Благодарю за то, что вы нашли время и возможность сегодня принять участие в нашей встрече. И мы говорим об охране окружающей среды. Мы говорим сегодня о Каспийском море, о проблемах Каспийского моря. Но учитывая, что сейчас разгар лета, и вопрос, и проблема, наверное, номер один, которая актуальна и продолжается из года в год, это проблема санитарного состояния, наверное, будем говорить, пляжей, низкая экологическая культура населения. При этом надо, конечно, отметить, что внимание к вопросам экологии среди населения сегодня повышается. Мы сегодня отмечаем гражданские инициативы, которые призывают, и не только призывают, но и организовывают, различные субботники по сбору, отходов мусора и так далее. Но тем не менее проблема сохраняется. И вот мой будет такой первый вопрос. Я его хотел бы адресовать, Азамат, в первую очередь к вам, как гражданскому активисту, и который буквально вот недавно поднял, опять-таки, вопрос, ваш ролик, который стал вирусным, и который вот привлек внимание населения в регионе и за пределами. Вот могли бы вы вот описать ситуацию, то есть что сейчас вот на данный момент происходит на территории берега? На территории берега именно по ролику или как вообще? Вот давайте начнем с ролика и вообще, то есть вот в регионе. И ваша оценка вот как активиста, то есть вот, как вы можете оценить, как можно повлиять на эту ситуацию? Насчет ролика, я поехал, в тот день я примерно поехал отдыхать со своей семьей на берег моря, где-то 25 километров находится город Ахтау, где-то у села Сайн-Шапагатов. Но я каждый год туда езжу, с семьей отдыхаю каждый сезон. И всегда наблюдал за картиной, удручающей, что каждый мой приход, всегда там какие-то мусор валялся, люди за собой не убирали, там шашлыки делали, какие-то там, не знаю, на казанах что-то варили. И наблюдал такую картину, что каждый раз, когда вот человек приезжает туда, например, на своей машине, они оставляют, берег же песчаный, не каждая машина туда проедет. Оставляли где-то за 200, за 300 метров на парковке свою машину. Всю еду, утварь, все это на таких пледах по 2 человека тащат на берег моря. Тащат и ставят просто. В общем, пируют, одним словом. И после всего этого, после того, как поели, отдохнули, они в основном так и оставляют. Ленятся,
забрать уже с собой весь этот мусор, который употребили, в общем. Такая картина вот складывалась с года в год, с года в год. И, к сожалению, как таковой системной работы там не проводится. Да? Никто не следит за этим пляжем, никто не, как сказать, не убирает мусор за этими людьми. И этот мусор накапливается и остается там. Хорошо, Азамат, вот вы говорите то, что вы не первый год там отдыхаете, и то есть вы тут такую картину вы наблюдаете ежегодно, то есть то, что люди приезжают, отдыхают и оставляют горы мусора с собой. И вы сейчас отметили, что никто за ними не убирает. А я хотел бы вот немножко с другой стороны позиции подойти, элементарно ответственного отношения самого человека. То есть люди, которые туда приезжают, как правило, все равно, сложно, может быть, сейчас сказать будет там в процентах, но превалирующее большинство. То есть это жители ближайших сел, то есть Сайн Шпагатова и там Акшакур. Возникает вопрос, если люди сами живут рядом, используют этот берег, то есть почему такое отношение к своей родной земле, к берегу и к тем местам, где люди отдыхают? Низкая культура, экологическая культура. Там я даже наблюдал, я же, по идее, путешествую по региону, например, да? Во многих местах был, например, в самых далеких аулах, там, например, встречался с фермерами и так далее, которые малшыларды, да, вот, которые там положили. Вот у них, например, да, они выпили, например, колу, да, по дороге, и просто выкинули на дорогу. улицу, да? Да, на дорогу. Это о чем это говорит? Низкая социальная, как бы сказать, ответственность. Не то чтобы ответственность, а бражанан. Низкая образованность, что ли, можно сказать. Я не могу никак объяснить это уже. Потому что те, которые живут в городе, например, да, такие как я, например, друзья мои, да, они, как бы сказать, например, с теми людьми, с которыми я общаюсь, они никогда бы не позволили себе такое, да, просто выпил и сразу же выкинул в окошко пластиковую бутылку или что-то еще. Я хотел бы здесь отметить то, что городское население тоже не может порадовать высокой культуры, потому что городские пляжи и в окрестности города ситуация, конечно, не лучше. Хорошо, то есть вы это связываете с как бы низкой ответственностью, культурой экологической. Может быть, давайте посмотрим на этот вопрос со стороны обеспеченности мест, куда люди могли бы, допустим, выбрасывать этот мусор. То есть организация тех же самых урн в городе, если это вообще просто о мусоре мы говорим в городе, какие-то специальные площадки, либо контейнера в местах отдыха в таком. Динара Сериковна, вот со стороны уполномоченных органов, может быть, местных исполнительных акиматов, как вы считаете, то есть насколько необходима вот эта работа, насколько она сегодня реализуется по части организации таких площадок по сбору ТБО? Вообще, что у нас сегодня происходит в этом секторе? И, может быть, о штрафах. То есть, что ждет людей за это нарушение, за выброс этого мусора? Рахмет. Жалпы қоршаған ортаның тазалығы бұл әр кез келген адамның негізгі міндеті. Бүгінгі таңда өмір сүріп отырған. Бағана енді ең бірінші басынан бастайық, бұл теңіздің жағасындағы, яғни әдейі арнаулы орындарға демалуға баратын халықтың бұл ең алдымен санасына байланысты деп айта аламын. Енді сол жердің тұрғылықты халқы болмағанмен, мысалы сырттан келетін де қонақтар бар, сол демалып барған адамдардың ең бірінші саналарын жеткен жер деп баға беремін, біріншіден. Екіншіден, енді ол жердегі ластанған жерлердің тазалығын сақтау, болмаса мусорларды алып кету, бұл енді жалпы жергілікті әкімдіктерге қарайды. Қай елді мекенге, сельский акиматтарға. Мысалы, олардың график бойынша аптасына бір рет пе алып кетіп, жаңағы жерді тазалау жұмыстарын жүргізіп, контейнерлерді босатып алып кететін, негізі олардың міндетті жергілікті әкімдіктердің. Және қала бойынша да бүгінгі таңда тұрмыстық қатты қалдықтармен айналысу, бұл енді үлкен
проблемаларға айналып отыр. Арнайы контейнерлердің орналастырылуы, бұл контейнерлердің уақытында мысалы мусорлардың шығарылуы және халықтың дәл сол контейнерге апарып қоқыстарын тастауының өзі де енді бәрі бір-бірімен кішкене ұштасу қиындау бүгінгі таңда. Солай айтпақшы, жаңа теңіздің жағасының тазалығы деп отырмыз ғой. Біздің Ақтау қаласында да арнайы енді орындар бар, бәріміз де барып сол жерге демалып, ішіп жеп кеткенді жақсы көреміз, бірақ қарнымыз тойғаннан кейін сол артымызды жинап кетуге ешқандай шамамыз келмей жатады, және арнайы орындарға апарып тастауға. Жалпы қаланың тазалығы бұл енді ұтып алған арнайы мысалы Ақбота-ма биыл жеңіп алған солардың негізгі жаңағы қызметтері, тазалау жұмыстарын жүргізу. Бірақ енді оған енді өзіміз тікелей жауаптымыз, жалпы кез келген өзімізден шыққан қалдыққа. Рахмет, Динара Сериковна. Ну и вопрос науки, безусловно. Нурлан Акимжанович, вы могли бы вот именно со стороны науки прокомментировать и для наших зрителей отметить, чем опасны вот такие вот отходы, замусоривание побережья, какое влияние оно оказывает на биоразнообразие. Может быть, здесь возникает проблема микропластика, то есть ну, вот в последующем, возможно. То есть вот что говорит наука сегодня об этом? Не, наука как? Это то, что вот пластик, естественно, он не разлагается. И вот вы, наверное, тоже в интернете тоже видите, что даже вот в океане некоторых уже допустим, во внутренности, когда вот китобойные, они не разлагаются, там уже целые вот эти пластиковые бутылки, пластиковые, вот это там уже целые уже в океане целые острова даже есть, можно самое видеть там, что пластик не разлагается. Но, естественно, из-за того, что пластик не разлагается, естественно, он уже мусор накапливается и влияет на биоразнообразие, на то, что вот тюлени гибнут, может быть. И это, в принципе, я так думаю, что это глобальная проблема, не только нашего региона, потому что это везде, и за рубежом, и в Соединенных Штатах, там на океанических берегах. Это все. Поэтому я так думаю, что одним из факторов решения этого вопроса это поднятие уровня, что ли, как сказать, экологической культуры. И в семье, допустим, я так думаю, что все идет от семьи. Если вот, начиная вот с маленького возраста, начнут детей воспитывать, что вот нельзя мусорить там, где, вот, если ты, допустим, где-то надо убирать за собой и так далее. Вот, недавно, вот, в прошлом, когда вот на чемпионате мира по футболу, вот, вы, наверное, ну, кто следил, говорили, что самая дисциплинированная команда болельщиков, это японцы. Они, кажется, после каждого матча они с собой уносят все, что принесли. Они весь трибуна, где сидела японская болельщики, они всегда самые чистые, они после остаются, все с собой убирают и в мусор кидают. Это вот культура просто экологическая. Я так думаю, что воспитание культуры, экологической культуры, это одним из главных факторов является. То, что имеется в виду загрязнение нашего, допустим, побережья. Осып айтып кете аламын. Жалпы енді дұрыс айтып отырсыңыз, тәрбие тал бесіктен басталады деп, жалпы балабақшадан бастап, осы мектеп бар, мектеп қабырғасы бар, содан бастап тәрбиелеу дейтін енді бүгінгі күнде енді бұл енді ең бастап жоспарға енгізіліп отыр да. Енді жаңа теңіздің жалпы мына үлкен мұхиттардың ластануы деп отырмыз ғой, 2019 жылы бізде осы Ақтау қаласында үлкен халықаралық деңгейде дөңгелек үстел өтті. Яғни Каспий маңы елдері сарапшыларының теңіз қоқысымен күресу бойынша үлкен өңірлік іс-қимыл жоспарының жобасы сол жерде қаралды. 5 елден сол жерге өкілдер келіп, енді жаңа Тегеран конвенциясы деп отырмыз ғой, солар бастап үлкен круглый стол болды. Бұнда жалпы үлкен бағдарлама қазір жасақталынды. Былтыр біздерге соны келісуге ұсынды. Енді биыл соны қайтадан қарап, жаңағы 5 ел келісімге келген жағдайда бағана жоспарды береді. Яғни, со Каспийдің маңында отырған 5 ел, жаңағы осы планды, жоспарды бекіткеннен кейін, жаңағы қаржыландыру барлығы министрліктен жүрген жағдайда осы Каспий теңізінің, мысалы біздің, соның тазалық жұмыстарын үлкен мән берілген деп отыр деп айта аламыз. Бұл енді дұрыс, Каспийдің ластануы
енді біз енді қолымыздан келгенше жағасында жалпы жақсы жұмыстар жүргізіп жатырмыз деп айтамыз. Өйткені жалпы облыстық деңгейде қатарынан бірнеше 10 шақты жылдың үстіне жақындады. Енді жыл сайын бұл енді облыс әкімінің қаулысымен бекітілген қаулыға сәйкес, яғни үлкен сенбіліктер өткізіліп келеді. Солардың ішінде жаңа Каспий теңізінің набережкелер дейміз ғой, соның тазалықтары бар. Сонымен қатар таза жағалау дейтін үлкен акциялар өтеді, мысалы да. Балықшылармен, природопользовательдермен, жаңағы НПОшниктермен, волонтерлармен, осылардың барлығымен. Сосын енді былтыр осы Каспий теңізінің ластануын тазалауға бір үлкен федерация бар мына жерде, су асты аңшылар федерациясы, яғни подводниктер да. Солар прямо теңіздің астына түсіп, жаңа бірнеше азаматтар, жігіттер, сол теңіздің астынан қаншама, енді бірнеше тонна деп айтайық, қалдықтың да түрін, аяқ киімге шейін, нәскиге шейін енді алып шыққан. Бұл мелочтары, бір үлкен қалдықтың түрлерінен тазалап шықтық. Биыл да енді осы Каспий күніне қарай ертең сол үлкен шаралар өткізіледі деп отырмыз. Да, конечно, чтобы ситуация прям полностью не казалась плачевной, действительно, спасибо то, что вы сейчас это отметили, то, что есть инициативы гражданские и с участием государственных органов, когда проводятся такие мероприятия, субботники. Университет формирует, да, значит, готовит студентов, и волонтеров, и есть и кафедра экологии, где то есть формируется, да, то есть готовятся специалисты и формируется эта экологическая культура. Есть государственные органы, которые стараются, прикладывают усилия, да, то есть для того, чтобы решить и решать эту проблему, вот, опять-таки по организации вот этих площадок для там, сбора мусора и так далее. Мы должны, конечно, быть в какой-то мере реалистами и понимать, что проблем, как бы, их много, и они разные, да, и невозможно в один день решить как бы здесь все и сейчас, при том, что мы понимаем там как бы вопросы бюджетирования того же самого там сельского акимата или еще что-то, не всегда это удается организовать вовремя и правильно, но хотел бы обратиться к нашим зрителям и отметить, что не нужно ждать и надеяться, что кто-то, да, что кто-то придет и за вами это уберет. Это совершенно неправильная постановка и совершенно неправильный подход. Это вообще далеко от гражданской вот осознанности, патриотизма, если мы хотим. Поэтому на государственном уровне нужно вообще систематически, не знаю, какую-то программу принять, систематическое разъяснение, экологическую, повышать как-то экологическую культуру населения у казахстанцев в целом. Вот эту мощную кампанию по разъяснению, пиар-кампания, не знаю, какие-то акции проводить ежеквартально, еженедельно. Вот, Азамат, что касается акций, вот вы сейчас запустили, я видел в публикации на Фейсбуке о том, что вот ваша инициатива, вот после ролика провести там субботник, там сейчас чисто, и он прошел, этот субботник, да, и вашим роликом вы задели, понимаете, чувства, да, самих жителей, да, которые самоорганизовались и вышли и поучаствовали в этом субботнике. Но у вас сейчас еще одна инициатива, это установка табличек информационных. Да, кстати. Как обстоят дела сейчас с этим? Кстати, да, после ролика ко мне обратились волонтеры, вот, местные, Читеш, кстати, он вызвался профинансировать таблички предупреждающие. Ну, креативные такие, придумали сами. Теперь вот ждем. Адвер вызвался помочь, рекламное агентство, изготовить их, и как бы взяла на себя дизайн и так далее. И я договорился вот с акиматом поселка, ну, представителем акимата поселка Шайн-Шапагатов, чтобы они пришли, ну, просто нормально, качественно установили, надежно и крепко установили вот эти вот конструкции. Вот сейчас готовим где-то 8 штук, ну, 10 штук табличек, где 6 оплатили сами из кармана, спонсорские. Да, спонсорские, 4 сами уже за бесплатно сами установили, ну, изготовили. Вот сейчас ждем, вот планирую вот 6 штук
установить именно вдоль побережья, пляжа, поселке Шайн-Шапарат. Если все это, ну, как бы сказать, реализуется, все это хорошо, ну, люди воспримут это, то планирую уже дальше по городу уже устанавливать. Там, Ну да. кто готов профинансировать, пожалуйста, давайте будем делать. Ну да, отлично. Нет, это хорошая инициатива, действительно. То есть люди не сидят, не ждут, да, когда появится какая-то большая программа государственная по агитированию. То есть люди, и это очень здорово, что находятся такие инициативные группы, неравнодушные жители, которые мобилизуются. Кто-то субботник проводит, кто-то там, ну, за животными следит. Идеи вот значит, информационными табличками. То есть с миру по нитке, как говорится, да? Ну, с одной стороны, я так думаю, что одной пропаганды и агитации тут особо, так сказать, ну, в этом направлении особо, так сказать, ну, Успеха не добиться, да. Поэтому вот, я так думаю, что ну, вот как в Сингапуре, допустим, да, вот вы были, кто там чистота, да, даже там даже не курит, там, это там основное там то, что там штрафные санкции. Нулевая допустим, терпимость. Нулевая к этому, терпимость, да. да. Там везде камеры стоят, допустим, мимо кинул, допустим, окурок покурил, мимо кинул, там $500 штраф. Да. И когда один раз 500 заплатишь, второй раз не захочешь тебе, допустим. И это тоже, я так Не, думаю. у нас в Казахстане, по сути, та же система. Нулевая терпимость к окуркам, вот этим. Но это в пределах города, понимаете, а там Где камера- за пределами города такую не жокта принципиальность по отношению к таким вот действиям нет, к сожалению. Камеры установить такие, Да, как ну, ты думаешь? камеру, ну, ладно, камеру в городе установим, ладно. Каждый раз посмотрит. Я тоже в полиции работал и, как бы сказать, привлекал к ответственности. оған жан ашып жүгіріп тұрған мен полиция Привлекал к қызметкерлерін көріп ответственности отырған тех людей, которые даже за курок там, они хлопали глазами и недоумевали, за что, за это можно что ли там штрафовать человека? Они сами не понимают, что вот ешқандай не жоқ та бір біздерде сана қалай сезім жоқ. штраф дейтін жоқ қой біздерде қазір жоқ, біздер закон- бүркітіп законодательно. қазір мына осы ақтаудың қаласының мына шет микрорайондарын қазір мусормен төгіп жатыр ғой камазбен әкеліп выбрасывает да Да, да. мусоры вот шақырамыз біздер полицияны рейд жүр арнайы біздің акиматпен экологиямен там жкхлармен полицияны шақырамыз просто предупреждение первый раз предупреждение А потом... по закону да екінші рет ол келмейді басқа другой келіп төгеді оны оған тағы предупреждение получается ешқандай біздерде ондай көз қарастырылмаған да және штрафтың көлемі де минимальный Ну, в административном кодексе есть такая вот статья, да, вот если один раз выкинул, если в течение, ну, один раз, в первый раз предупреждение, если второй раз второй да, раз уже штраф да, но уже мысалы штраф. сіз әкеліп төктіңіз ба сізге предупреждение берілді а сіз екінші рет оны Ну, төкпейсіз да, ғой ну, басқа так, біреуді ну, жібересіз так, к сожалению, так трактуется уже вот закон, вот да, вот так иә трактуется соны айтамын енді ужесточить уже просто халық надо. оған үйренген а соответственно полиция оған үйтіп жұмыс жасамайды салмайды ешқандай штрафқа да не жоқ. Вопрос ответственности, да, именно ужесточения и, возможно, где-то изменения законодательства, они действительно стоят, потому что за тот же самый брошенный окурок, согласно закону, там нету предупреждения, там сразу штраф либо 10 МРП, либо 10 суток. Да. Но за выброшенный КАМАЗ с мусором, это да. значит 5 МРП, и то, как бы, вот, может Если быть... в течение года, если Да, даже, да. То есть вот здесь вот есть, конечно, несоответствие, и когда действительно приводят в пример там, Европу, допустим, будем говорить, и экологическую культуру Европы. То есть люди, да, то есть они не стали в одночасье в один день. Вы правильно говорите, огромные колоссальные штрафы, которые сформировали эту культуру в Европе. Поэтому действительно, пусть эти штрафы будут там, не 10 МРП, пусть это будет 100 МРП, там 5, 10, 20 человек мы оштрафуем, и уже люди будут понимать, что действительно за это, то есть вам светит большой достаточно штраф. енді осыған қосымша айтып кетейін мен енді жалпы штраф ладно қаражат штрафты төлейді ғой бірақ мысалы халық біз телевизордан көрсетіп отырмыз да алдында прямо съемка жасап телевидение аты жөні мынандай машинаның маркасы мынандай деп тұрған кезде де халық оған ұялып қызарып мен анаған қайтадан қатесін жөндеуге мен тұрғын көрген жоқпын да мысалы сондықтан ең бірінші ол адамның басындағы
тәрбие экокультураға байланысты тікелей. То есть, вот нарушитель, допустим, Воспитанность. поэтому по телевидению сказать, вот это нарушитель. они Вот отложат. соны айтып отырмыз. Машинасын воспитание. нөмірімен де көрсетіп отырмыз мысалы да, бірақ оған мен шығып жатқан результат көріп отырған жоқпын. Одно время была такая практика, кстати, на областном телевидении устраивались эти вот рейды, когда Крағы көз, да, было в городе, да, была такая да, программа. когда вот показывали, то есть там поросят город должен знать, да. Хорошо, мы, ну, как бы, я думаю, с разных сторон подошли к проблеме мусора, мы поговорили и о культуре, мы поговорили и о гражданских инициативах людей по, значит, наведению порядка. Мы обсудили меры, да, предпринимаемые со стороны государственных органов, со стороны науки. Нурлан Акимжанович, вот помимо вот Каспийского моря, вот помимо ТБО, вот пластика, отходов на берегу, то есть с чем сегодня, какими вызовами Каспийское море сегодня сталкивается? Ну, сказать, вот Прикаспийский регион вообще является очень уникальным. Это стратегическая ресурсная база не только Казахстана, допустим, а это здесь зона международного сотрудничества и конфликтного различения, контроля интересов прикаспийского государства и уникальное природно-экологическое пространство. Потому что Каспийское море, это так вот, 2 года назад, буквально 12 августа 2021 года, в Актау у нас был подписан лидеры 5 государств прикаспийских, подписали конвенцию о правовом статусе Каспия. И после этого на базе этого конвенции о правовом статусе уже была создана рамочная конвенция по защите Каспийского моря от нефтяных разливов, аварийных, потом по защите ихтиофауны и так далее и тому подобное. И вот со стороны вот потому что интенсивное освоение природных ресурсов при Каспии ведет к тому, что это хорошо, это бытовое, это чисто, так сказать, это от населения, которое. А вот разведка добычи углеродного сырья, интенсивная вот эта добыча на шельфе Каспия, это ведет к загрязнению Каспийского моря, потому что это в основном экологическим проблемой Каспийского моря это является, во-первых, нефтяные загрязнения, загрязнения речными стоками, третье это браконьерство, четвертое, болезнь тюленей осетровых рыб, связано, и снижение уровня Каспийского моря. Потому что все это ведет к тому, что стоки, наш университет 3 года назад проводил это самое исследование прибрежных зон Каспийского моря по загрязнению нефтью, тяжелым металлом и так далее. Это совместно с Казахстанским агентством прикладной экологии мы проводили. И вот там видно, что действительно Каспий сейчас очень загрязнен. И вообще сказать, что, допустим, одну какую-то причину выделить нельзя, потому что все проблемы Каспийского региона, они настолько тесно связаны между собой, что это невозможно, допустим, одну проблему выселить из другой. И практически идет речь об одной проблеме, это разрушение естественных экосистем Каспия идет. А все остальное это является причинами этого. Вот сейчас, допустим, в связи с тем, что все знают, что уровень Каспия то циклически то понижается, то поднимается. С исследованию подвергались снимки, орбитальные снимки, которые с 79 по 15 год, и фотографии наглядно показывают. До 95 года акватория Каспия немного увеличилась. Но с 96 по 15 год она сократилась. И сейчас с 96 по 15 год уровень воды в Каспийском море снижался примерно на 7 сантиметров на 3 дюйма в год. Это научный доклад Американского геофизического общества. Таким образом, за это время уровень Каспия на 1,5 метра снизился. И ученые считают, что это связано с тем, что глобальным потеплением, это уменьшение стока рек, и то, что, допустим, главные стоки, которые это река Урал, Волга, и там со стороны Российской Федерации там тоже строится для аграриев, там они тоже строят водохранилища, и с этим тоже связано. Нурлан Акимжанович, вот вы сейчас отметили по поводу падения уровня моря, ряд экологических проблем Каспия отметили. У меня вот вопрос. Сейчас людей беспокоит
Да, вот то, что уровень снижается. Кто-то говорит о том, что там к 2100 году, Исчезнет. то есть ситуация будет вообще чуть ли не как на Орале. И вот вы сейчас отметили, что произошло там падение на 1,5 метра. Критично это сейчас? Был ли уровень Каспия там, в 90-х, может быть, или конец 80-х еще ниже, чем он сейчас? То есть вот Ну, для наших зрителей немножко пояснение. Критично то, что, сейчас? Ну, это наблюдение многолетнее должно быть, потому что цикличные то подъем то уровня, то это, так сказать, это цикл длится столетиями, допустим, да, и поэтому нынешнее падение, допустим, то, что вот предсказали, допустим, недавно вот немецкие ученые тоже предрекли, что уровень Каспия опустится до 75 метров, и это практически так суша там останется. Северный Каспий, тем более мелководно. Но это, для этого нужно, так сказать, это прогнозом численно-математическое, и поэтому точно сказать, допустим, для этого нужно исследование. И поэтому это, так сказать, не факт, то, что это будет. Ваш центр занимается, вот, Центр зеленых технологий? Центр зеленых технологий мы сейчас занимаемся вот, совместно с Институтом океанологии имени Шершова. Вот мы с 2019 года каждый год экспедиции проводим на Каспии, там, меряем, допустим, глубину, соленость, течение и так далее, загрязненность. Вот. И вот в прошлом году только у нас не было из-за пандемии, но в этом году опять мы все-таки они приехали, исследования провели. И да, мы исследуем. И вот сейчас в связи с еще один вопрос очень, так сказать, болезненно поднялся, то, что вот в связи с уменьшением уровня воды, вот компания NCOC, которая разрабатывает Казахстан, они с прошлого года инициировали, вернее, то, что Кашагану для того, чтобы подвести, допустим, свои материалы и забрать оттуда, допустим, ну, свои пути сообщения, пути сообщения, канал, они хотят прорыть канал глубиной в полметра и длиной до 56 километров. И с дна Каспия они хотят снять более 18,5 миллионов кубометров грунта. И с земснарядом, с фрезерным земснарядом, она просто будет срезать дно. И вот шириной каналы около от 80 до 115 метров, и хотят вот эти каналы. Но надо здесь для зрителей важно уточнить то, что грунт не будет изыматься из моря. Он будет раздуваться в море. Складываться рядом в шахматном порядке, говорит, потому что, так сказать, ну, общественность в основном Атрау, потому что это рядом с Атрау, от 70 километров от Атрау расположено. Они выступали против, они должны были начать в марте вот эту выемку грунта. Но с тех пор они провели около там, десятка, там, от 10 до 15 этих, ну, потому что экологи говорят, что это то вся фауна, там, ихтиофауна, там, бентос, вот это гидробион, они все ну, практически уничтожат это кормовую базу для рыб, допустим, особенно осетровых, тестяковых тоже, в частности. И, так сказать, они проводили общественное слушание. Они сначала там были, как сказать, говорили, что это проект назывался он прорытие там судоходных каналов, а потом они переименовали, сказали, что дноуглубительный, это самое. И, но, тем не менее, они, ссылаясь получили разрешение с Министерства экологии, и что разрешение, и вот буквально вот на прошлой неделе, 10 июля, хотя они должны были начать в марте, а 10 июля уже начали работу по углубительной работе. Ну, это, так сказать, для этого я советовался тоже с Институтом океанологии, вот, с заместителем директора, который постоянно приезжает, Завьялов Петр Олегович, который. Он сказал, что это нужно численное моделирование, нужно, насколько вот это вредно это окажется оценку, ну, в смысле, на ихтиофауну и так далее. Потому что, но с другой стороны, это просто вынужденная мера, потому что для того, чтобы, если вы все знаете, что на Кашагане очень высокий сероводород, там, и вот это для того, чтобы, если вовремя не заметить, допустим, все оборудование, которое подводится на судах,
то она, допустим, буквально через год, через полтора, допустим, если она проржавеет, взорвется, это вообще катастрофа будет. Поэтому это вынужденная мера тоже, с одной стороны. Да, из двух зол, безусловно, Да. нужно выбирать меньше, потому что если мы говорим о безопасности, безопасности моря в первую очередь, да, и безопасности людей, которые там работают, то пути сообщения и каналы коммуникации между берегом и этими островами, они должны, конечно, Быть. то есть они должны быть. Да, при том, что компании, они в какой-то момент они говорили о том, что у них уже в прошлом году из-за падения уровня моря между некоторыми, значит, объектами был простой порядка 150 дней, когда они не могли просто двигаться там, потому что вот из-за того, что уровень Мелководье, моря да. ушел. Хорошо, вы отметили вот проблемы нефтедобычи, браконьерства, ну, как бы загрязнения сточной воды вот реками. А я хотел бы еще обратить ваше внимание на момент увеличения перевалки грузов, что ли, да, то есть увеличение судоходства. И здесь, то есть проблема в чем возникает? То есть нас 5 стран, активно развивается у всех экономика, перевалка грузов, увеличивается судоходство. Что происходит в открытом море? То есть и вы отметили то, что был саммит прикаспийских государств, мы наконец-таки, да, то есть юридически мы поделили там секторы моря, но остались нейтральные воды, за которыми кто-то смотрит, кто-то нет. Что происходит? Что делают корабли в открытом море? Ранее была программа по аэрокосмическому вот именно зондированию, которая позволяла выявлять, да, то есть какие-то, может быть, разливы, сбросы, потому что мы слышим, как есть такая проблема с целью экономии, когда суда на подходе в порт, в нейтральных водах, они сбрасывают свои сточные воды, чтобы не платить Да. в порту приписки, либо Да. в порт, в который они приходят, за забор этих отходов. Заберут балластные воды. Это проблема со стороны науки для моря. Безусловно, это Естественно, проблема, проблема. потому что это воздействие на биоразнообразие моря, как бы теми веществами, которые они Загрязнение, сбрасывают. Да. Это проблема для граждан, как бы вообще для населения. Безусловно. Какая мера может быть здесь? Вот я уже сказал, что была программа аэрокосмического зондирования. Динара Сериковна, могли бы вот буквально вкратце, у нас подходит уже время к концу нашей передачи сегодняшней, буквально вкратце, вот эта программа ранее была реализована, вот ее какие-то успехи, чем она была полезна и какие планы вот, на ближайшую перспективу, есть ли шанс запустить этот проект заново или какие-то у нас сегодня есть проблемы в этом? Жалпы бұл жөнінде үлкен әңгімелер қозғалды. Каспий теңізіне жалпы ғарыштан мониторинг жүргізу, зондирование жасау деп отырмыз. Бағана үлкен бір 2 жобаның атауы шығып тұр. Жалпы ол үлкен жоба ретінде жалпы жоспарға қосылуда, бірақ қазіргі таңда эпидемиологиялық ахуалға байланысты соңғы 2 жылда қазір жауабын шешілмей тұр. Сондықтан алдағы келесі жылдарға болмаса алдыңғы жылдарға осы жобаларды ұсынуға реализовать етуге жұмыстанатын боламыз. Өйткені бұл Каспий теңізінің ахуалы қазір күн санап үлкен өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Сондықтан бұлар неден жоспардан тыс қалып қоймайды. Ну и со своей стороны я хочу сказать, что вот наш университет является одним из учредителей, вот у нас есть ассоциация университетов и научных исследовательских центров Каспийских государств, прикаспийских государств, и куда входит около 55 вузов и научных центров Казахстана, России, Азербайджана, Туркмении и Ирана. И вот мы скоро вот в рамках празднования 45-летия нашего Есенов университета мы тоже собираемся, будет собираться ассамблея этих наших ассоциаций. И на этом уровне мы хотим поднять этот вопрос, чтобы создать общий Каспийский научный фонд, так называемый, да, который вот, на уровне уже, на всех общих государств, допустим, создали бы, допустим, разработали единые нормативы, допустим, по методически, правовые документы по защите их биоразнообразия при освоении углерода. И вот каждый, нужна вообще комплексная программа, чтобы общая, не каждый, допустим, со стороны государства, допустим, наблюдал, каждый своей, потому что Каспий — это единая наша
так сказать, море, и потому что если, допустим, где-то авария произойдет, допустим, где-то здесь, то она, естественно, отразится и на российском части, и на иранской и так далее. И поэтому нужно, так сказать, общий как орган, наднациональный уже, и уже на уровне правительства решать, допустим. Вот, скоро должно состояться, должно было вот в августе состояться в Элисте второй Каспийский форум на уровне правительства прикаспийских государств. Но он перенесен на октябрь, и мы хотим тоже участвовать в этом форуме и такие свои предложения подать. Спасибо. Спасибо. Уважаемые зрители, сегодня наш второй подкаст был посвящен вопросам Каспийского моря, охране окружающей среды. Мы лимитированы, конечно, по времени, и мы постарались осветить несколько актуальных вопросов на сегодняшний день. Но если у вас есть какие-то предложения или запрос, желание обсудить какую-то отдельную тему по проблемам Каспия или по проблемам охраны окружающей среды, то вы можете написать нам в комментариях под этим видео. И я думаю, что у нас будет возможность собраться с представителями заинтересованных сторон, лиц и организаций и обсудить те вопросы, которые будут вам наиболее актуальны. Как вначале было сказано, основной такой тезис сегодняшней нашей встречи – это Каспий ТНЗ Ортак Кундулук, Каспийское море – наше общее достояние. И я призываю всех быть ответственными к нашей жемчужине, Каспийскому морю, к соблюдению элементарных правил чистоты, порядка и просто человеческого уважения друг к другу в первую очередь. И я благодарю наших гостей сегодня за ваше участие в нашем подкасте. Спасибо и до новых встреч!